Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет вас, мои дорогие любимые зрители, в ближайшие часы, в ближайшие дни? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, задайте вопрос либо мысленно, либо вслух от своего имени, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпка готова. Давайте с вами будем разбираться, что ждет вас на ближайшие часы, в ближайшие дни. Вот здесь показан момент, когда вы с себя сбрасываете какой-то груз, тяжелый груз. Причем груз вы этот несли не на спине, не в руках, а почему-то на голове. Да, у кого-то еще отыграются головные боли. Да, вот тяжело было жить, потому что головные боли, потому что мигрень. А у кого-то прям все проблемы в голове, да, очень много мыслей. Либо вы сами себе придумали, что вот все пропало, да, ничего не получается. Но вот вижу, что сбросите, у вас прям улыбка, у вас крылья за спиной, прям такая легкость пойдет. Ну, кто-то от боли, получается, избавится, а кто-то от переживаний, да, от тяжелых дум, мыслей избавитесь. Прям легко вам станет, хорошо и легко. Дальше мужчина и женщина вместе поливают корни такого достаточно серьезного дерева, немножечко, ну, я так понимаю, подсохшего дерева. Оно крупное, но оно подсохло. У кого-то встреча с мужчиной из прошлого, да, возможно, с бывшим мужем, бывшим парнем, с кем у вас все было по-взрослому, по-серьезному. И желание, либо мысли, даже какие-то попытки, да, восстановить эти отношения. То есть вы вдвоем поливаете корни, чтобы дерево оживало. Вот желание все оживить. Ну, либо между вами сложится такая атмосфера, что вы так прям посмотрите и скажете, почему бы и нет. Да, ведь я его хорошо знаю, я знаю, чего от него ждать. Ведь было не только плохое, но и хорошее было. Вот. Ну и мужчина то же самое к вам. Но мне больше идет как встреча с мужчиной из прошлого и взаимное желание улучшить ваши отношения, либо восстановить ваши отношения. Так, еще что-то начинает закипать. То, чем вы занимались ранее, то, во что вы ранее вкладывались, начинает закипать. Ну, буквально, да, уже бурлит, готовится, и вот-вот и все будет готово. С интересом будете наблюдать. Я так понимаю, что все, что нужно, вы уже сделали, просто ждете, наблюдаете, пока же результат произойдет. Вот, ну, радоваться будете, да, потому что вы молодец, вы хорошо постарались. Вы хорошую кашу, да, правильную, вкусную, аппетитную кашу заварили, и вот буквально 5 минут, и все будет готово. Ну, либо пару дней, и все будет готово. Вот здесь показано, что кто-то вас разыскивает, кому-то вы очень сильно понадобитесь, либо понадобились уже, да, и человек прям вас разыскивает, ищет вас и у знакомых, у приятелей, я так понимаю, адреса и телефона не знают, но вас разыскивают. Этот человек вас найдет. Для вас, кстати, это будет большой неожиданностью. Вам и в голову не приходило, что этот человек может вас искать. Но здесь как наводочку кто-то этому человеку даст, либо конкретно укажет, да, вот он номер телефона, либо вот он адрес, либо она будет там-то, там-то, вот иди туда и точно встретишь. Так, еще какую-то курицу будете общипывать. Курица, кстати, крупная такая, знаете, вот на бройлера похожа. Крупная курица, огромная курица, вы ее общипываете. С какой-то женщиной будете сбивать спесь.
Ну, либо обсуждать какую-то женщину, да, вот именно такой момент показан. Это не зазорно, это нормально. Я думаю, что если бы человек этого не заслужил, вы бы не стали этим заниматься. Вот как общипанная будет эта курица. Хоть она и крупная, но будет общипанная благодаря вам. Но если будет выяснение отношений, то вы явно возьмете верх и явно эту женщину на место поставите. Вот, чтобы не повадно было, чтобы больше она к вам не лезла. Вот здесь мужчина нам показан. Мужчина, который пытается за что-то уцепиться, схватиться, уцепиться. Это очень сложно. То, чего хочет мужчина, ему как-то слабо доступно, либо мало доступно, а то, что ему предлагают, ему и даром не надо. Значит, мужчины, надо верить в себя. Нельзя останавливаться. И ищите, вот такой вам совет, да, ищите помощников, ищите соратников, ищите тех, кто в такой же теме, как и вы, либо в такой же ситуации, как и вы. Вместе вы пробьетесь, вместе вы друг другу поможете, и желание ваше исполнится. Либо вы сможете зацепиться, либо получить то, о чем мечтаете. Так, еще что-то сбудется. Вот по-другому не могу сказать. То ли вы что-то вот ждали, на что-то надеялись, и вот оно сбудется. То ли вы предсказывали, то ли вам предсказывали. Вот мне идет, что что-то сбудется. И вроде как бы ждали этого события, но все равно будет мурашить, все равно будет вот прям такое, знаете, что-то мистическое вокруг вас. Да, такой момент. Так, вот здесь стручок гороха. Редкий знак, сразу говорю. Но он у вас небольшой, но в центре. Да? А горох вообще к достатку. Он же зелененький, да, и эти горошинки внутри, они же тоже зелененькие. И достаток. Небольшой, можно так сказать, извините за тавтологию, да, но небольшой достаток вас ждет. Этот стручок у вас как-то растет, прорастает слева направо. Может быть, вы не надеетесь на хороший заработок, либо не надеетесь на хороший доход, а именно получите. Вот. Ну, опять же, может быть, вы о чем-то позабыли, но деньги вот придут, да, достаток, доход, вот он у вас появится, он придет. Дальше птичка гнездо вьет. Хороший знак. Хороший знак. Либо получите новости, что кто-то встречается, общается, пожениться хочет, либо переезжает в новую квартиру, либо ваш партнер, партнерша начнет проявлять себя как такой домовитый человек, который беспокоится о будущем, там дом украшает, либо что-то в дом приобретает, либо разговоры, что не пора бы ли нам пожениться, или не пора бы ли нам там сменить жилье там, на более как удобное, на более просторное, да. В общем, с удивлением так наблюдаете, вам приятно, вам будет это приятно. Ну и также может означать, что вы дома начнете наводить порядок, будете делать свой дом, свою квартиру более комфортной, удобной, приятной, да, вот такой вот миленькой. Видите, гнездышко — это всегда хорошо. Так, еще показывают большого мужчину. Крупный такой мужчина, крупный, он и рослый, и в теле, можно так сказать, может спортсмен какой-то. И этот мужчина вам руку протянет. Может быть совершенно незнакомый мужчина, может быть знакомый мужчина, может быть вообще ваш родной мужчина. Он протягивает вам руку, как помочь хочет, либо предлагает себя в помощнике. Он немножко неуклюжий. Ну, девочки, пусть вас это не смущает, лучше пусть помогает, чем просто в стороне стоит. И это какой-то прям мне еще идет как жест доброй воли. Да? Может быть, у вас там немножко что-то не заладилось, либо мужчина очень хочет вам понравиться, очень хочет показать, какой он хороший, да? Он протягивает вам руку. Не отвергайте эту руку, мужчина стоит на правой стороне, то есть вас не обидит и все для вас будет делать, постарается для вас. А вот здесь показано, что из-за вас кто-то плакать будет. Но плакать будет тот, кому по делу. Либо, смотрите, у кого-то еще отыграется, что вы кого-то сможете рассмешить до слез. Да? Человек плачет не потому, что ему там больно, горько и обидно, а потому что ему смешно. Да? Вы для кого-то как лук. В прямом смысле слова. От вас плачешь. Тут не идет, что вы что-то плохое делаете. Да? Скорее всего, рассмешите, либо человек там тоскует из-за вас, там, переживает из-за этого, там, слезу пустит. Ну да, именно так показали. Так, еще какой-то вы покажете мастер-класс, как обходить крутые горы. Здесь несколько гор, и вы их как-то очень ловко обойдете.
Возможно, даже у кого-то отыграется, что вы существующие проблемы сможете раскидать на других людей. Либо найти того, кто на профессиональном уровне справляется с проблемами. Либо взять даже какую-то отсрочку, да, что вот я сейчас, занят, да, давайте попозже будем решать проблемы. В общем, ловко вы это все сделаете, горы точно обойдете. Вот кажется, что это как бы, да, навсегда вы избавитесь от этих гор. Дальше туман показан. Туман — это обман, это заблуждение, еще страхи могут быть по туману. Туман, который над людьми с левой стороны. Над вами нет тумана, над людьми есть туман. В общем, какие-то испуганные, либо обманутые люди. И вот вижу, что вы мимо не можете пройти, вы как-то будете стараться помочь, поучаствовать, там, сказать правду, либо избавить людей от страхов, да, вот как-то будете этим заниматься. Вот как не позволит вам ваша совесть пройти мимо, хотя вас это совершенно не касается, к вам не относится. Так, на работе кто-то будет не в духе, либо кто-то из коллег, либо кто-то из начальства. Не в духе — это значит, человек будет ходить мрачнее тучи и вот во всех молнии бросать, либо как цепляться ко всем, либо грубить даже может человек. Но я не вижу, чтобы на вас это как-то сильно повлияло, либо вы уже привыкли, да, что периодически такое происходит. Вот. Но тем не менее, вот показано, кому-то достанется. Не вам, сразу говорю, не вам, но кому-то рядом с вами достанется. Может быть, кому-то из коллег достанется. А может быть, начальство между собой подцапается. Тоже будете как-то наблюдать, со стороны будете наблюдать. Так, звонок. Звонок, который все исправит. Все исправит, все поменяет. Может быть, вам где-то в чем-то отказали. Теперь будет звонок, и вам скажут: ой, извините, произошла ошибка. Типа, мы вас ждем, либо все в силе. Также, возможно, это какие-то личные отношения. Да, человек дозвонится до вас и будет просить прощения, либо как-то извиняться перед вами. Но вот мне идет, что все исправится. А может быть, это звонок от какого-то мастера, который может все изменить, там, починить, например. Звонок такой вам поступит. Какая-то прогулка еще идет. Прогулка, но с кем-то вдвоем, либо втроем вы будете идти. Запомнится вам эта прогулка то ли приятной погодой, то ли какой-то красотой вокруг, то ли еще чем-то. Вот чем-то запомнится вам эта прогулка. Можно сказать, что очень хорошо время проведете на этой прогулке. Вот здесь у меня покупки, но здесь больше речь идет о, скорее всего, как провиант, да, запасы, пополнить запасы, вот какую еду будете покупать. Денег много потратите, возмущаться будете. То ли цены растут, то ли в такой магазинчик попадете, да, где прям втридорого продается. Деваться-то некуда, да, еда-то нужна. И вот прям ваше возмущение, еще с кем-то будете об этом общаться, буквально там целый день в мыслях, что такое, что за цены, что за космос, да, как дальше жить. Придется там затягивать пояса, да, на диету садиться, что делать, да, вот такие цены конские. Прям неприятно на вас это повлияет, да, неприятное впечатление ценники на вас произведут. Так, дальше. Кто-то деньги у вас будет просить. Либо договариваться, что вот если мне понадобится, могу ли я на тебя рассчитывать, да, вот в таком ключе. Тот, кто просит, не хочет влазить в долги, но, видимо, такая ситуация, либо положение в жизни, что человеку как и некому обратиться, либо кого знает, к тем и обращается. Вот, вот такой разговорчик у вас состоится. И узнаете о чужих проблемах, да, человек, скорее всего, вам расскажет, зачем деньги нужны. Вот, может быть, вас это совершенно не касается, но вот чужие проблемы придется выслушать, да, либо о чужих проблемах придется послушать. Так, мужчина женщину вот как рукой подзывает, типа, иди ко мне, моя хорошая. А здесь мужчина либо приглашать вас куда-то будет, либо мужчина, допустим, будет предлагать вас куда-то отвезти, подвезти.
Вот, ну, таким жестом, типа подзывающим он это делает. Вам, может быть, это и не понравится. Сразу хочу заступиться за мужчину. Он и сам напуган, он и сам не знает, что он делает. Вы на него производите неизгладимое впечатление. И поверьте, у него неплохие манеры. Он просто растерян, и как-то все это будет внезапно, и он понимает, что это его шанс, и как-то нужно вас позвать, и, возможно, это будет некрасиво сделано. Но о мужчине дурно не думайте. Вы ему очень нравитесь. Мне вот идет, что вы ему как женщина очень нравитесь. Так, еще мосты. Но эти мосты, они какие-то ветхие, шатаются. И вам нужно, наверное, как-то поремонтировать эти мосты, если вы заинтересованы в общении с людьми. Вот с кем-то вы, с двумя людьми, как отдаляетесь, как меньше общаетесь, либо меньше доверия с этими людьми. И вы прямо это почувствуете, остро почувствуете. Но выбор простой. Либо идти на сближение, да, вкладывать время в общение с этими людьми, либо оставить все как есть. Тогда мосты сломаются. Вот подумайте, нужны ли вам эти люди, ценны ли эти люди в вашей жизни. Вот от этого и отталкивайтесь. Так, картошка еще показана. Картошка красивая внешне, но гнилая внутри. Гнилая, прогнившая, я бы даже сказала, картошка. Кто-то, кто себя выдает за того, кем на самом деле не является. Будьте поосторожнее, пусть ваша интуиция вас ведет, либо оберегает от таких вот прогнивших насквозь людей. Ну, судя по картошке, скорее всего, человек в теле, да, корпулентный человек, со всех сторон круглый человек, ну, либо овальный, да, вот как намек, подсказка на эту тему. Дальше с каким-то человеком вместе вы якобы что-то делаете, но по итогу делаете вы, а бенефиты получает человек, ну, либо сливки снимает человек. Какой-то хитренький, беспардонный человек. Тут либо заранее нужно вот определиться, да, составить схему, график, кто, когда, что делает. Ну, либо, если вы сами все сделали, то и претендуйте на награду тоже сами. Ну, не бойтесь сказать, что человек палец о палец не ударил, но при этом бежит там деньги получать, либо благодарность получать. Вот прям вообще вам не понравится. Но вы, хотя я вижу, давно подозревали, что это человек нечестный. Как ваши мысли подтвердятся, да? Так, и еще мне показывают, что вода будет литься. Вода, которая очищает, оживляет. Скорее всего, какой-то разговор, который очень много поменяет между вами и тем, с кем вы будете говорить. Вода здесь в данном случае, она льется, и она очищает от грязи, очищает от недопонимания, от каких-то подозрений, сомнений. Да? Вот поговорите, и все на свои места станет. Вам прям легче станет. Вот вижу, что вы улыбаться будете. Вот такой разговор приятный, да? По итогу приятный разговор. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.